Геноцид южных осетин в 20-х годах прошлого века наложил большой отпечаток на судьбу целого народа, но не смог сломить ее твердый дух. То, что конференция проводится 18 марта, в день Элецкой трагедии, также не случайно, так как это является лишь одной кровавой страницей в книге скорби и памяти южных осетин, сказал ректор Юго-Осетинского государственного университета Вадим Тедеев, открывая конференцию. 2020 год указом президента Республики Южная Осетия обозначен как год геноцида осетинского народа. Исполняется 100 лет этой дате. Трагическая для нас, для всех. И вот приурочили конференцию сегодня, потому что сегодня еще и день Элецкой трагедии. Гостей и участников конференции поприветствовал и глава государства Анатолий Бибилов. Он отметил, что в истории Южной Осетии много памятных и трагических дат, которые мы не имеем права забывать. Геноцид осетинского народа 20-х годов прошлого века в силу ряда причин до сих пор до конца так и не был изучен, и виновные не были привлечены к ответственности. Это дало возможность и основание Грузии без какой-либо боязни на протяжении века осуществлять свою национал-шовинистскую политику, сказал президент. Геноцид 2020 года, он все это время не был изучен, первое, и не был осужден. Это второе. Вот второе самое главное. Ведь именно то, что в советские годы геноцид пытались и сделали все-таки, и перевели его от геноцида в виртуальную, скажем так, классическую борьбу большевиков, меньшевиков, это как раз оставило фундамент для грузинского сегодня и вчера, имеется в виду вчера, 90-е годы, 89-92, оставило как раз для них основу для того, чтобы они продолжили, подчеркиваю, продолжили геноцид осетинского народа. Это продолжение было и в 2004 году, и в 2008 году. Это звенья одной цепи геноцида осетин и 20-й год, и 90-е годы, и Зарская трагедия, и Элецкая трагедия. Госсоветник президента, кандидат исторических наук Константин Пухаев в своем докладе «Геноцид 1920 года. Непроходящая боль осетинского народа» рассказал о зверствах, учиненных грузинскими фашистами. Упоминавшийся выше Матес Анакоев приводил примеры, когда женщины вместе с детьми бросались в бурлящие потоки горных рек, дабы не попасть в руки нацистов. Участник тех событий Виктор Гасиев в своих воспоминаниях приводит один из многочисленных примеров, когда с высокого утеса в окрестностях селения Хоце-Джурелевские гвардейцы догнали мать и ее 18-летнюю дочь. Грохот, разбухший от ливня реки, разрезал крик двух гордых горянок, матери и дочери, бросившихся в реку с криком «Худи ногам народ хоздар». Главный редактор газеты «Культурный Петербург», доктор филологических наук, кандидат искусствоведения, доцент Сергей Ильченко представил доклад на тему «Информационный геноцид Южной Осетии в 21 веке». Эльвира Тебилова, Александр Кокоев, Арсен Гасев, Тамерлан Кусраев, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня.